Добрый вечер. В эфире ток-шоу «Точка опоры». Продолжается всероссийская перепись населения, и впервые ее можно пройти в онлайн-режиме через портал Госуслуг. И сегодня мы говорим о том, как социальные сети могут повлиять или не повлиять на сохранение идентичности, национальной идентичности. В студии Зуфар Давлетшин, добрый вечер. Я представляю наших гостей, которые нам помогут разобраться в этом вопросе. Алмаз Миргаязов, главный редактор радио Тартип и заместитель радио Китап, прошу прощения, да, заместитель генерального директора по радиовещанию АО Татмедиа. Лейла Лерон Бахмутова, блогер. Здравствуйте. Здравствуйте. Айрат Файзрахманов, заместитель председателя Всемирного форума татарской молодежи, кандидат исторических наук. Добрый вечер. Добрый вечер. И наш гость из Ульяновска, Радик Гафуров, предприниматель, общественный деятель, эксперт по технологическим и социальным трендам. Напомню, что мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 554-5610, код Казани 843. Звоните нам, выражайте свои мнения, высказывайтесь и задавайте вопросы нашим экспертам. Нас также можно смотреть, кстати, в социальных сетях, в группе ТНВ, в социальной сети ВКонтакте и на YouTube. И вот согласно отчету Global Digital 2021, количество интернет-пользователей по всему миру составляет более 4,66 миллиардов человек. Это примерно 60% населения Земли. Социальными сетями пользуются 4,2 миллиарда человек или более 53% людей Земли. И насколько при этом развит татарский сегмент интернета, да, социальных сетей, востребована ли интернет-пользователями национальная тематика и как ее продвигать в интернете? Наверное, Лейла, как блогеру сначала я к вам обращусь с этим вопросом. Смотрите, у меня нет таких данных, статистики, сколько у нас татар в соцсетях, но я думаю, что действительно сейчас все продвинутая молодежь, все продвинутые люди, у кого есть смартфоны, они 100% есть в соцсетях. И как определить, татарин он, или русский, или башкир, там, ну, это... На каком языке, видимо, разговаривает, ну, пишет? Не всегда же, не так. всегда, на самом деле, татарин может писать и на русском, и на английском, и на французском, он все равно будет татарином. И поэтому определять чуть-чуть сложновато, это все размывается. Но есть такие ярлыки, наверное, какие-то якоря, которые можно показывать через фотографии или через традиции. Тот же эшпочмак, если он есть, то уже можешь определить, наверное, это человек из Казани или из Татарстана. То есть такой критерий национальной идентичности эшпочмак, да? Ну, к примеру, ну да, большинство людей выкладывают еду в соцсети, да, мы привыкли к этому. Поэтому с еды и начинают. Пожилые тоже пользуются соцсетями активно, в сельских районах особенно, да, бабушки там, да, за 80 даже спокойно пользуются социальными сетями, и именно национальный контент как раз и потребляют, ну, это вот чисто визуальное ощущение, да, и просмотр там и Инстаграма, просмотр, что делают их дети, это вот уже стало нормой сельской жизни в том числе. То есть все-таки что делают их дети, да, или все-таки что-то что делают дети, что делают звезды, да, татарские эстрады. Это первый, наверное. Да, наверное, да, все-таки вот какая-то такая личная жизнь. То есть здесь уже как-то определить, что возраст здесь играет огромную роль, и там люди постарше социальными сетями не пользуются и не потребляют, соответственно, национальный контент в соцсетях, это, ну, было бы неправильно, наверное. Ну, конечно, немножко ограничивает возраст, да, но в целом картина уже такая, что... Да, они есть как раз-таки те, кто потребляют контент. Они, может быть, не создают его, да, они его не производят. Мне кажется, все-таки самая большая аудиторию занимают все-таки звезды. Потому что, если смотреть по количеству, допустим, у Фирдуса Тимаева около 600 тысяч подписчиков. У Ильсии Бадретдиновой около 500 000 подписчиков. То есть... И, кстати, на Западе, по-моему, то же самое, да, у кого-то по 25 миллионов, по-моему, у Бузовой, там, когда я помнил, уже было 26 миллионов, сейчас не знаю уже. Вот, да, Поэтому, мне кажется, социальные сети, это прежде всего эстрада. Вот. Татарская идентичность все-таки в первую очередь связывается с эстрадой в социальных сетях, да? Ясно. Радик, да. Я, наверное, соглашусь с тем, что потребляют контент старшего поколения активно. У нас есть канал на ютубе «Татарская культура». И было удивительно, мы когда статистику смотрим, что 70% там очень простые статичные видео, песни, переводы с татарского на русский. Чтобы человек просто, который не знает, мы думали, что молодежь мало за пределами Татарстана знает татарский язык, что они будут смотреть в первую очередь, им интересно. Оказалось, что у нас 70% просмотров людей старше 45 лет. Но они это в Ульяновске?
Нет, у нас в Ютубе как бы канал, да, то есть это... Именно этого канала имеется. Да. Там сотни тысяч просмотров, там, на каждый ролик там по несколько десятков, где-то 50, где-то 40 тысяч просмотров, как бы, да. При этом мы не продвигаем никак. То есть интерес есть, старшего поколения интерес есть. Другой вопрос, что это пассивные потребители. Они смотрят социальные сети в основном своем как телевизор. То есть им интересно что-то, они не вступают там в полемику, в диалоги, там, в комментарии не пишут. Молодежь, она, конечно, более активная. Потому что у них нет личной как бы странички там. Чтобы писать комментарии, оставлять лайки, они должны зарегистрироваться на Ютубе. А они этого делать не умеют. И просто ссылка на WhatsApp приходит, они открывают, смотрят это видео, и дальше уже не потом могут... рекомендации В любом идут, там, случае, они пользователи соцсетей, пассивные пользователи, и это тоже определяет их в какой-то мере идентичность, помогает. То есть, да, вот как вот Радик сказал, да, это как телевизор, да, то есть как телевизор. тоже обратной связи в телевизоре не всегда она есть. Но как телевизор хаотичный, то есть это контент, который меняется друг за другом, и что тебе пробилось в ленту или в мессенджер, да, в WhatsApp, то и ты и смотришь, по сути дела. Ну вот интернет ведь не только социальные сети, да, мы уже привыкли, что мы уже одеваемся там, через интернет, да, общаемся, знакомимся через интернет, еду заказываем через интернет. Это как бы такая всемирная паутина, это понятно, да. А вот именно в татарском сегменте, вот есть ли что-нибудь такое, вот, Алмаз, вот можно ли слушать татарское радио где-нибудь, я не знаю, там в Австралии? Естественно. То есть не только в социальных сетях, для этого есть мобильные площадки, Google Play, App Store, там каждое уважающее себя радио выставлено в виде мобильного приложения. Вот. И в социальных сетях, в частности в Instagram, допустим, у Радио Китап есть свой аккаунт, свой паблик, там 25 с лишним тысяч пользователей, подписчиков. Вот. Охват этого, скажем так, паблика, месячный охват около 200 тысяч аккаунтов. То есть, как бы, все равно радио — это тоже близкая к эстраде вещь, поэтому интерес к радио, как к телевидению... Эстрада близкая к радио. Да, он будет всегда. И, во-вторых, радио, как и лидеры мнений, как и те же артисты, это как бы генератор уникального контента. У нас же контент какой? Он на 70% состоит из репостов. То есть, если у нас аккаунт, допустим, 150-200 тысяч подписчиков, он состоит полностью из репостов. То есть, они подписаны на определенные, как бы, активные, на активных генераторов, как бы, контента, допустим, на тех же всех звезд, там, не знаю, на каких-то блогеров. Вот. И как только там появляется какая-то сносная вещь, они сразу к себе на ленту, и там собирают свои как бы, просмотры. И большинство вот этих вот так называемых новостных агрегаторов в Инстаграме, они за счет этого собирают себе аудиторию. Ну, понятно, да, социальными сетями. А вот, допустим, в прямом эфире можно слушать радио Китап? В прямом эфире ВКонтакте можно слушать, и на YouTube можно слушать. То есть все-таки, да, те татары, которые живут за пределами России, за пределами Татарстана, они... Но это, повторюсь, не самые популярные виды прослушивания. Все-таки на сайте и в виде приложений прослушивать любое радио, будь то Китап или другое, Тартип или Татар Радиуса, это удобно. У меня вот даже в телевизоре, да, вот в кабельном пакете есть радио Кумель. Да, радио Кумель, еще там есть радио Азан, если помнишь. Есть такое. А есть чисто интернет-радио, да, там, я не знаю, челнецкие ребята на энтузиазме Урбан, делали да? свой... Ну, это да, это же проще, да, не нужна никакая Урбан радио, частота. да, именно татарское радио, да, с татарской музыкой, с татарским контентом, и даже москвичи сделали такое подкасты радио, идут, да? причем прикольные. Вот, Да. кстати, да, это вот вам, я не знаю, конкуренты, нет? То есть вот такое традиционное... Мы же сегодня говорим про про национальный контент. В национальном контенте сегодня я не вижу пока конкуренции, я не вижу там как бы среду для конкуренции, потому что оно это, нас... наверное, не очень хорошо, что если нет конкуренции. Это не очень хорошо, естественно, Это не вопрос очень хорошо. контента. Да, Да, то есть... Да, то есть я к чему вот тоже к этому шел. Мы пока национальный СММ пока не умеем делать интересный, уникальный, качественный контент в больших объемах. Те же самые соседи чуваши. Вот вы когда-нибудь видели чувашские профили, аккаунты в Инстаграм? Они прикольные. Нет, я до казахов еще не дошел. Я дошел только до чувашей. Они делают у себя там челленджи, там взяли там какую-то прикольную там песню, хитовую песню, и под нее какие-то, как вот русские, как Запад делает эти челленджи, да, они также делают чувашские челленджи. А у нас у татар такого даже нет еще. Ну, это, я так понимаю, что камушек такой в огород Ну блогеров, да, да, на самом татарских. деле мы производим, есть хороший контент, но просто еще есть такой момент, что
что мы не умеем находить свою публику, аудиторию, до нее достучаться. И я говорю, такая хорошая вещь, так хорошо снято, сделано, но 110 просмотров. Это очень печально, то есть так сложно. А когда статично какая-то непонятная штука заходит 40 тысяч просмотров, ты думаешь, что я делаю не так? Все очень просто. Мы живем в технологичное время, когда всем правят корпорации. И у них алгоритмы, которые меняются там раз в 2 недели даже. И тот, кто умеет подстраивать свой контент под их алгоритмы, на самом деле татары могли бы быть частью мирового контента. Я об этом всегда говорю. Важно не так, как мы сохранимся для самих себя, а так, как мы оставим себя вот в этом глобальном мире. Например, вот Netflix, да, что он нам показал? Что любая нация, ну там возьмем, например, культуру Южной Кореи, корейцев, там, да, на самом деле это не очень большая нация, но она большая, но это не самая большая нация в мире. И она опережает, например, там, индонезийцев по контенту, да, хотя тех больше там. Смотрите, игра в кальмара. Это абсолютно простая национальная штука, которая в Корее вообще не зашла. Она зашла в Европе, она зашла во всем мире. Style. То есть последний, последний тренд, который, по-моему, побил все рекорды, по-моему, его еще никто не побил. Нет, уже побили, там даже Маша и Медведь побили. Кей-поп культура там залетает. Кстати, отлично работают ребята из Узбекистана. Я смотрю в тренды постоянно, там, да, там же, получается, айпишки, ну, то есть те люди, кто смотрит, там, сейчас называется навигатор, постоянно вот из 30-40 видео, которые там находятся, 5-6 видео — это Средняя Азия. И последнее, вот я смотрел, там 6 миллионов просмотров, там они какой-то концерт свой, там, да, на национальном языке идет. Опять и смотрит концерт все-таки, да? Ну, смотрите, и смотрит это, нет, это такой, знаете, как а-ля уральские пельмени, только на узбекском, да, вот у них есть. И смотрят, получается, не там, а смотрят здесь. Те, кто люди находятся здесь, они находят время, то есть, потому что по национальному признаку же YouTube выдает навигацию, а не глобально. То есть это те, кто просматривает из России. Поэтому просто надо уметь встраиваться в алгоритмы, и надо создавать контент, который готов потреблять Netflix. Если татары сделают контент, который интересен Netflix, он его с удовольствием покажет. Кстати, мне вот что-то пришла такая мысль, что вот соцсети научились нас по нациям определять. То есть, когда в рекламу, говорю, уже заходит федеральная какая-нибудь на татарском языке, они таргетируются, и они понимают, что я татарка, и показывают мне на татарском какие-то рекламы. Хотя другие мои друзья смотрят такую же рекламу, но на русском, например. То есть за нас уже работает все-таки, да, то есть есть этот момент. Нет, Google, он в этом плане очень толерантный и очень, очень внимательный к этим вещам. Google. Да, вот это же Google, что он определяет, да, татар уже. Еще два вопроса, да, здесь вот таких риторических возникает. Да. Первое, насколько качественный это контент и позволяет он действительно усиливать идентичность татарскую, да, и насколько интеллектуальный контент, да, там, будет ли по истории, про культуру, он пробивается, да, и имеет массовые просмотры. И с другой стороны, насколько действительно вот этот контент, о котором говорим, по 600 тысяч там, или же там по 40 тысяч, да, он нужен нам для воспроизводства национальной идентичности. Вот вопрос такой. Я на него как таковой не нахожу. Победить, да, потому что развлечение никто не победит. Это первичная потребность человека. Это такая психотерапия. Нет, мы можем ли определить как возможность генерации национальной идентичности? Или это просто развлекуха, и неважно, на каком она языке идет? И позволяет ли она, я не знаю, улучшать свой язык, не знаю, пропагандировать свою культуру? Это про борьбу за внимание. Да? То есть у меня есть такая формула, я называю борьба за внимание человека в единицу времени. Мы не можем потребить больше контента, чем у нас вот в нашу оперативную память помещается. Да? И другой вопрос, сколько этого контента существует, и какие смыслы туда идут, это уже вторично. Да? Потому что зависит от того, что предлагают, или все-таки от потребности? Это зависит от нескольких факторов. Первый фактор, насколько релевантно для человека, который хочет что-то потребить, что-то зайдет. Глубина просмотров, CTR, там, да, и все остальное. То есть контент должен, соответствовать алгоритмам, чтобы вообще его показывали. Насколько это нужно человеку, кто хочет это посмотреть, потому что зарабатывается на рекламе. Да, соответственно, чтобы потом показать рекламу на национальном языке или на ком угодно. А следующий момент, это уже такая глобальная задача. Это не блогеров задача, это не задача вот так, нас, которые мы там, для души делаем вот этот контент переводов. Да? Это задача, если хочет кто-то там вышестоящий, чтобы татарская культура продвигалась, это надо правильно финансировать. И прям обучающий центр надо делать.
Потому что есть обучающие центры в той же Южной Корее, там они, конечно, за деньги частные, когда людей учат алгоритмам и учат работать, например, там, ну, со многими сетями, Spotify, Netflix и все остальное. Вот, наверное, традиционные средства массовой информации, они как вот такой тоже Мы пойдем. пропагандист, да, как раз татарской идентичности, татарской культуры. Можно вообще говорить, насколько представлены именно татарские средства массовой информации вообще в интернете, в социальных сетях? Вот вам, Каждый медиа, СМИ, да, каждый уважающий себя СМИ и каждый СМИ, который вообще, как бы, то есть руководство, которое вообще умеет мыслить, они уже все перешли в социальные сети, потому что мы все осознаем, что любое СМИ на сегодняшний день каждый день теряет определенное количество аудитории, своей традиционной аудитории. Поэтому, хотим мы этого или нет, мы должны трансформироваться туда, где есть аудитория. Ну, Поэтому идет, у да. любого радио, у любого телеканала, журнала, не знаю, там, редакции любой должны быть профили в соцсетях, и они должны правильно уже продвигаться. Я наблюдаю за этим, то есть есть редакции, которые продвигаются активно, динамично, грамотно, есть большинство, процентов, наверное, 60-70, которые просто они открыли они профиль в Инстаграм, туда там кидают какие-то абстрактные эти... Просто чтобы забить. Да, чтобы забить. И такие есть. В основном пока вот это вот. Поэтому, как бы в общем объеме, вот мы и получаем ту картину, которую мы сейчас имеем. То есть качества нет, охватов нет, контента нет. Я называю это интернет-мусор. То есть я иногда говорю вот таким редакциям, пожалуйста, вообще ничего не выкладывайте. Зачем выкладывать вот это? Вы же отвлекаете людей, который человек мимо проходил, нечаянно увидел, пускай 3 секунды, но вы украли жизнь человека на такой ужасный контент. Лучше ничего не выкладывать. Вот Можно человек, назвать, допустим, да, поздравляет с какие днем рождения, перебью, и ставит фотографию, которая скачана из интернета, которая растянута, и у него вместо ресниц пиксели. Они поздравляют этого человека с днем рождения. То есть мы можем сейчас вот назвать вот действительно там 2-3 средства массовой информации татарских, которые хорошо представлены, которые вы знаете в сети, в социальных сетях, вообще в интернете. Развлекательный канал есть у канала ТНТВ. У них там около 250-300 тысяч подписчиков. Но это опять выжимка эстрады же. То есть Это там эстрада, они, да. То они есть же они свое не генерируют. То есть СМИ, они же хитрые, мы же хитрые. Мы генерируем аудиторию под то, что хавает население. People, скажем так. Попкорн. Да. Поэтому для того, чтобы собирать свою аудиторию, нам нужно думать, тратиться по времени, по деньгам и делать хорошую тематическую вещь, то есть креативную вещь. Ну, Китай, в принципе, этим занимается. Ну, вот крупные СМИ, естественно, они хорошо присутствуют, да, и просматриваешь их, и Татар-Информ, и Интертат, и на татарском читаешь, все нормально здесь. Но вот из всего этого контента, который в большей степени генерируется государственными СМИ, да, мне вот очень хотелось бы отметить детские каналы, да, там, Татмедиа Junior, да, по-моему. Да. Отличный канал, вот, и мне очень жалко, что еще пока не так много у него зрителей. Для вот сегодняшнего там 3-летних, 5-летних, 10-летних ребят отличный контент, вот через который можно и язык усилить, да, у ребенка, и мир познать, да. К сожалению, пока еще не так много, как хотелось бы. И за счет него мы можем воспроизводить в национальном языке, в национальной культуре наше подрастающее поколение. Вот, да, про креатив сказала у нас, да, вот один из таких креативных подходов, наверное, вот этот вот литературно-музыкальный марафон, да, который ваша радиостанция Китап провела в 18, по-моему, городах Татарстана. И планировали 18, получилось 12. Ну вот, насколько я слышал, да, даже в соседнем Башкортостане, в нашем родственной нам республике, да, там вас почетным караулом даже встречали. Давайте вот посмотрим мы сейчас этот ролик, кстати, как раз из социальных сетей, что там происходило. У вас сколько человек, сколько техники, сколько машин? Ой, у нас сколько человек? 7 человек. Ребятки, за нами слежка Росгвардии. И нас в Башкортостане, короче, что-то не хотят принимать. И следят за нашим автобусом. Я же поверила, что встретили хорошо. Почему вы?
Ну, интересовались, Нет, сколько человек, Нет. наверное, хотели обед На самом организовать, деле, что-нибудь такое, да. эти 2 дня, когда мы были в Башкортостане, радио Китап в Башкортостане был повестка номер 1. То есть вот приехали из Татарстана, тут вот они там попытались зайти в несколько городов, вот, их не пустили, потому что пандемия, потому что они не соблюдали там какие-то нормы. Ну какие, ребят, какие нормы на улице? Ну, нормально, мы не обиделись. Все хорошо прошло, Да, да? мы не обиделись, на самом деле сделали то, что хотели, доехали до Уфы, спели, рассказали стихи уже не вот так вот, а с аппаратурой, с нормальной, на зрителя, как бы выступили, возложили цветы памятнику Тукая. То есть то, что мы хотели из Казани поехать с прекрасным в Уфу и там встретиться со своими слушателями, у нас это получилось. Все удалось, да. Я бы еще сказал вот про религиозный контент. Вот Ислам Today, например, да, 1 миллион, по-моему, подписчиков в Ютубе, просмотры хорошие. То есть вообще контент надо делать такого качества, чтобы он заходил на какие-то глобальные тренды. То есть не татарам не рассказывать про татар только, да, а миру рассказывать словами татар, да, то есть даже на русском языке, но это воспринимается как идентичность. Ну, То есть здесь двойное, наверное, да, то есть, во-первых, для татар, которые живут за пределами Татарстана, да, чтобы это была связь какая-то с родиной. И, ну, не во-вторых, важно, да, да, чтобы пускай они знали о бизнесе татарах. говорят, пускай они о чем угодно говорят. Конечно, И смотреть... очень мало мирового, чтобы просто на татарском, например, про мир говорили. И не обязательно на татарском. Ну, Пускай можно даже на да, русском, да. контент Ну, должен быть кому-то разный. язык, Да. вот просто Я услышать опять родной язык уже уйду в хорошо. сторону музыки, но я не знаю, как его зовут. Есть парень, который переводит татарские песни на русский язык и поет на русском языке. Мне кажется, он очень хорошо заходит. Да, ну развлекательный контент всегда заходит Но хорошо. это тем более- знакомство, да, здесь все-таки у социальных сетей есть и такой момент, когда ты генерируешь контент на татарском, ты все равно так или иначе повышаешь свое там знание татарского языка, поэтому вот иногда такое бывает, что блогеры уходят ради аудитории больше русскоязычность, да, здесь какой-то вот надо баланс находить, Ну, действительно чтобы собрать русский язык. аудиторию быстро, Да. надо делать на татарском. Вот очень быстро собирается аудитория, если ты на татарском. Но если хочешь больше, тогда Да, уже ты уже- переходишь на Вот русский. здесь нужно Статистики находить где-то баланс, около не нужно 600, забывать, да. около 600 миллионов, по-моему, блогов, да, различных. Понятно, что эта цифра меняется каждый день. Вот в татарском сегменте я знаю, что это не посчитать, да, вот все-таки насколько это активно, да, насколько легко общаться именно в татарском сегменте социальных сетей, насколько они технические возможности, там клавиатура, я не знаю, что там. Ну, клавиатура — это отдельная боль, она, конечно, вот прям, надо ее устанавливать отдельно, у тебя должно быть какое-то желание это сделать. Если этого желания нет, то ты начинаешь коверкать татарские слова и писать там через через ж, там, х, ну вот это все. То есть я, например, уже, если меня критикуют и пишут на таком языке непонятном, который, ну, не татарский, я не отвечаю. То есть все, человек для меня уже, ну, я не могу такого человека, не что умер, я не могу его уважать. То есть ты входишь в полемику, пытаешься что-то мне доказать, но ты даже поленился просто поставить нормальную клавиатуру. А те, кто, например, пишет татарскими буквами, они могут все что угодно мне писать, и я так люблю их. Нет, ну социальные сети, в принципе, по языковому принципу, по-моему, не дискриминируют. К сожалению, да, к сожалению, у нас уже время подошло к концу. Вот коротко все-таки итоги, да, по одному буквально предложению: социальные сети, национальная идентичность. Ну, социальные сети — это наше, к сожалению, это наше будущее, потому что мы там будем жить, мы Пока там будем еще развиваться. настоящие для татар, Да, да, к и сожалению. настоящее, да. Ну, Айрат, ваше мнение? Да, я соглашусь, будущее за соцсетями, но социальные сети меняются, и поэтому нужно оперативно заходить и в новые социальные сети. И здесь в том числе нужно обучать, и точка опоры именно в обучении тоже наших блогеров. Я про вовлечение. Неважно, какие соцсети, надо смотреть на тренды. То, что делает ТикТок, они говорят, будьте в лайфе, заставляют блогеров каждый день быть почти постоянно на связи. И вот чем больше таких людей будет появляться, которые постоянно на связи, они вещают, они и есть контент-мейкеры. Спасибо. Лейла, подытоживаем. Сейчас идет тренд, как раз-таки, назови свою национальность, не называя ее. Можно ее повторить, если вы хотите показать что-нибудь, что вы татарин, например, да, татарка, то, конечно же, этот тренд надо использовать. Спасибо. Да, наше время, к сожалению, закончилось. Это была программа «Точка опоры». Мы выходим ежедневно с понедельника по пятницу в 16:30 на каналах ТНВ Татарстан и ТНВ Планета. Спасибо. Всем всего доброго.